Добрый вечер, уважаемые кыргызстанцы. Спортивный канал КТРК Спорт продолжает в прямом эфире вещать передачу «Арена». Зовут меня по-прежнему Алмаз Раимжанов, и я вас приветствую. Сегодня у нас в гостях люди, которые непосредственно имеют отношение к спорту, а именно к футболу. Так что любители спорта, есть прекрасная возможность послушать очень интересную тему. Сегодня у нас в гостях Азамат Кадыров и Ферит Везель. Да. Правильно произнес фамилию? Да. Азамат – это человек, который, можно сказать, организовал Кыргыз фристайл. На данный момент это одна из самых популярных видеоблогов, да? Так будет правильно, да? Видеоблогов в нашей стране, где и дети, и взрослые наслаждаются юмором, не только футболом, но и красивыми моментами, которые включают футбол. Также блог информирует, да, по футбольному всю нашу общественность по всей стране. В общем, ребята запустили классный контент. Мы как раз таки об этом поговорим. Ферит наш гость из Турции, и здесь он не просто человек, который приехал в нашу страну, учится, да? Да. Или уже окончил? Закончил, сейчас уже окончил и на данный момент воспитывает детей и учит играть в футбол. О его футбольной биографии мы тоже сегодня поговорим. Азамат, у нас уже были в гостях, Канат у нас был, или мы как раз говорили о Кыргыз фристайл. Вот они подчеркивали то, что ты вот самый главный инициатор и виновник вообще этого проекта. И вот непосредственно как человек, который это все сделал, хотелось бы лично от тебя услышать, как вообще вот пришла идея Кыргыз фристайла, как так получилось, что решил именно запустить вот такой футбольный контент? Ну, начнем с того, что вы сказали один из самых интересных. А кто еще снимает футбольный челлендж у нас в Кыргызстане? Вот. Я про это и сам себе думаю. Так, ну, вроде единственное. Ну, Мне может, кажется, кто-то есть, кто-то пытается, но чтобы других не обидеть, наверное, больше. Я же да. коммуникабельный. Ну, это, с одной стороны, классно, то, что мы единственные пока что. Но, с другой стороны, это еще немного грустно, потому что кроме нас пока никого нет. Вот сейчас очень хорошо выходит Баха Джон, наши друзья, они снимают, играют в футбол, но у них более футбольная медийная команда, нежели чем футбольные блогеры. Я их так понимаю. Вот, но начнем с истории. Мы вообще создали аккаунт в 2016 году. Это тогда я учился в Манасе, мы тогда вот вместе с Феритом играли, это был первый курс, но тогда я Ферита не знал так близко, как сейчас. Вот, тогда идея вообще перешла в 11 классе. Мы тогда играли в Аламедине, я тогда жил футболом. Как и все, на улице, где попало, где мяч, и ребята там играл в футбол. Потом, если честно, был тогда диск, наверное, вы знаете, там Рональдинho, Джоко Бонида, вот это все, это легенда прям. Тогда прям у меня замотивировалось, прям все пошло, мы с ребятами начали что-то мутить, финтить, что-то снимать, там похоже, не похоже, потом. Тогда не было Инстаграма. Тогда я, пробные ролики закидывал в Одноклассники. Вот. Почему так сошлось, потом что-то, когда я поступил в Манас, у меня факультет был ТВ и кино, я увлекся снимать видео, снимать рекламные ролики, музыкальные клипы и все подобное. Потом я уже начал самого себя снимать и начал в Инстаграм закидывать. Когда уже платформа эта появилась? Да. Тогда это был не Кыргыз фристайл, тогда это был Кыргыз футбол 312. Первое наше название такое. Вот. Потом я начал снимать только себя, закидывать. Потом подключил ребят с Манаса, которые футбол катали тоже. Вместе снимали, закидывали. Потом я начал искать уже ребят. Кто есть еще те, которые, надеюсь, лучше меня делают. И я буду у них учиться и тому подобное. Вот. Потом начал искать по Инстаграму, то все, там ищу. Вот потом нашел Джанбека, потом нашел еще пару ребят. И так вот собрал команду. Потом уже поменяли на более такое приличное название. Не в 300 футбол KDG 312, а уже Кыргыз фристайл. Покороче, и чтобы
было на крымский колорит. А дальше уже пошло-поехало. И уже пошли видосики, уже пошли... Когда вообще ты понял то, что это реально серьезный проект, который заинтересует и на котором, ну, никому не секрет, что где-то можно и там подзаработать. Когда ты понял, что это уже, что к этому надо уже прям вот основательно подходить? Я скажу одно. Когда мы начинали что-то мутить, если честно, это было бессмысленные ролики. Мы просто что-то снимали, что-то с мячом делали, закидывали. Там не было ни смысла, ни начала, ни конца. Просто финты, музыка и все. А после нас уже вышли Тудроц, после нас уже вышли вот Амкал, все это. Но у них уже было более масштабно и более уже на весь шоу, на всю Россию, СНГ. Но они снимали уже более конкретно, четко, организованно. И после этого мы только поняли, надо, кажется, вот так снимать, а не просто так. А потом уже начали что-то более конкретно делать по сценарию, по отработанному какому-то, ну, по этапу. Потом уже у нас выходили серьезные предприятия, компании и типа реклама, интеграция и тому подобное. Сейчас уже куда Гашевыр все уже более... Все мы уже знаем. И знаем мы, как работать, как работается. Вот что самое главное. Ясно. Ну и буквально несколько слов. Все сейчас пошло настолько серьезно. Первая моя реакция, когда я увидел вот уже топ-тип, что вы уже обучаете ребят, обучаете футбол, уже идет полноценный тренерский процесс, я уже увидел, я реально был восхищен, думал, вау, ребята уже не только блоги снимают, они уже там открыли футбольный клуб, уже там пошли тренировки и так далее и прочее, я был реально восхищен, вот в этом отношении тоже откуда такая вот идея пришла, что вот. Ну, когда мы снимали, закидывали, нам очень многие писали, а можно с вами, а у вас есть какое-то обучение, а у вас есть то, ну, очень много заявок в Дарик, прям, и особенно дети пишут, а потом мы просто сделали опрос, типа, в сторис, что мы открываем школу, как вам, хорошая идея, и все такие, да, давай. Идея была еще 2 года или год назад, когда нам писали, а потом мы продумывали момент, как будем там по документам, по тренерам, ну там свои есть подводные камни, а потом в этом году решили, давайте соберемся, собрали маленькую такую приличную сумму и запустили. Да. Один из тренеров это Ферит. Да, я хотел сказать, главный наш тренер в нашей школе, это вот наш Ферит. Да. Ну, мы открою еще одну, ну, это нисколько не тайна, просто наверное, больше информация. Мы периодически играем в товарищеские игры, и Ферит у нас все-таки на поле отличается своим профессионализмом и на голову выше, наверное, и нас, и соперников. Ферит, немного о своей футбольной биографии. Как ты вообще вот в Турции начинал играть, понятно, там в каких лигах, и как вообще пришел к футболу? Меня зовут Ферит. Я поздно начал в футбол играть, потому что я в маленьком городе родился. Из-за этого потом с семьей приехали в Стамбул. Тогда мне было 10 лет. Потом начал играть в футбол. Ты в 10 лет начал? Да. Я начал, мои друзья пригласили, давайте там один клуб есть, приглашают играть в футбол. И там в среде платят, как частная школа футбола. Когда я пошел просмотр, сразу меня взяли, и у меня деньги не просили, я там бесплатно ходил. Они еще на меня задорого платили, я так начал в футбол играть. Сам клуб Да, все мои расходы они сами заплатили. Стамбул это огромный город, я там был, по-моему, 2 дня или сутки, вот я не помню, я город так и не запомнил, что он огромный, я представляю, сколько там вообще играет разных футбольных клубов на любительском уровне, еще этот... Там много клубов есть, больше 100 клубов профессионалов есть, и аматоры, говорим, полпро, они более 300 разных клубов. Да, разных клубов есть. И ты выступал на... Да, я выступал на там клуб. Это клуб играл в 4-м дивизионе в Стамбул. Это большой футбол? Да, большой футбол, да. Тогда начал играть в футбол 10 лет. Там получал, так скажем, футбольное образование и... как сказать, они еще хотели просмотр месяц
потом через месяц они мне футбольную лицензию сделали. И потом я начал играть в лиге. Юношеский, да? Юношеская лига. А как ты вообще на тот момент для тебя это уже была, ну, какая-то вот цель, то, что ты уже можешь стать там полноценным профессионалом, или, ну, или как бы получится да, ну, нет. Какие у тебя на тот момент были ощущения у самого? У меня с детства была мечта в будущем быть футболистом. Я до этого я играл в сборной школы, сборной лицей, сборной университет. Но когда я начал играть в футбол в 10 лет, я уже думал, я буду футболистом. Потом я играл в несколько разных клубов. Потом я 15 лет, я подписался первый контракт свой. Да, тогда был 4-м дивизионным клуб, и потом они начали мне платить. Была большая сумма. То есть уже полноценно? Да, у нас в Турции даже 6-й дивизион платит футболистам деньги. Там очень много денег платят там. Когда я был мне 15, я подписался контракт. Я вообще 2 или 3 дня не смог спать. Я уже футболистом стал или как. И потом дальше играл, когда начал лицей, когда мне был 12 класс. И у меня другая команда, это была 3-й дивизион. И я с ним контракт подписался. Они позвали? Да, они позвали. И я и мой друг был на одном позиции играли. Оба нам взяли команду. И нам сразу платили контракт. И каждый месяц они платят. Я там играл 3 месяца, потом я закончил школу. И еще в Турции такой вариант есть. В университете приглашают вас играть в футбол и учиться на университет. Без экзамен, без просмотра. И они же нам видели в лиге, как мы играем. Они пригласили нам учиться в университет и играть в футбол. В тот момент у меня, я в детстве играл в Бешикташ. Команда Бешикташ. Это 3-й дивизион идет? Или... Нет, Бешикташ высшая лига. Когда я был маленький, когда я был 14 лет, тогда я играл. А сейчас Бешикташ. Уже Бешикташ это уже... Высшая лига. Высшая лига. Высшая лига, да. Тогда я играл в Академии Бешикташ. Тогда у меня там знакомый тренер был. Они позвонили мне и говорили, что такое университет есть, можешь там поступать, учиться и играть в футбол. Потом я хотел туда играть, и потом другой день, после несколько дней, у нас другой знакомый тренер позвонил, что в Кипре есть американский университет, можешь там учиться, можешь там играть в футбол. Ну, я туда уехал, ну, посмотрел, что там не получится, обратно в Стамбул приехал. Потом у меня еще один тренер в Бешикташ. Он позвонил мне, говорит, что в Кыргызстане есть такой университет, можешь там будешь за сборной университет играть и там учиться. И я давно хотел жить в другой стране, в другой город, в другой стране. Новый опыт. Да, новый опыт. И я еще, вот я за неделю уже решил и сюда приехать. Потом я там контракт, как сказать, сломаться? Разорвал, да? Да, разорвали контракт с командой и потом сюда приехал. Так вот ты уже попадаешь в Кыргызстан в 2015. Да. А вот если время можно было бы вернуть обратно, вот у нас есть такое выражение, положа руку на сердце, то есть честно себе признаться. Вот если время вернуть обратно, ты бы поехал бы в Кыргызстан или все-таки остался бы в Турции и продолжил бы там? Про карьеру я хотел бы остаться в то время. А если жить в Кыргызстане, вообще красиво жить здесь. Ну да, но все-таки... Но если про футбол, надо было там остаться, если честно говорить. Ясно. Продолжать карьеру там в Турции. Но, тем не менее, ты приехал сюда, отучился, и уже здесь, вот как раз в этой команде, ты тренируешь уже ребят, передаешь свой опыт. Когда я сюда приехал, я получил международную лицензию тренерская. В Турции получил. Потом в 2016 году я сам здесь открыл футбольную школу. Там у нас
работали почти 4 года. Но за 4 года мы почти 7 или 8 раз уехали с команды в Турцию. В Турции на турнире участвовали, там 3 раза 3 место заняли. Сейчас у меня почти... Отсюда ты возил ребят в Турцию? Да, почти 70-80 ребята вместе в Турцию уехали в турнир. Там же у нас сам организуем, как организовать, да? Организовать. Да, сам организуем турнир там в Турции. Потом я думал, почему бы нет здесь детей туда отправить, и как раз турнир, и как раз просмотр. Еще там бывает скаутинг. Каждая профессиональная команда, Бешикташ, Фенербахче, Галатасарай, там же они тоже придут на турнир, они смотрят детей. Кстати говоря, Ферит открыл мне именно турецкий футбол. Футбол в Турции. 2 года он меня возил в Турцию на вот детский турнир. Я был там как и помощник Ферита, как и фотограф, и просто делал контент там. Но там... Спасибо за это тебе, Ферит. До сих пор благодарен. Честно, я тогда впервые побывал в Турции, впервые увидел турецкий футбол, как там дети играют. Ну там, знаете, разница прям детей, футболистов Кыргызстана, как у нас и как там. Там просто вот где-то вот такая, там просто бешеная... Другая инфраструктура. Инфраструктура, раз, там понятие футбола, культура совсем другое. Там дети играют, как будто им 30, не знаю, взрослые. Так, столько чувств, столько вот это вот понимания, столько респекта. Даже вот есть очень хорошее отличие, можно увидеть от тренеров, как наши тренеры там подсказывают своим игрокам. И как... турецкие тренеры, как они управляют командой. Вот это вот прям, мне кажется, каждый футболист из Кыргызстана должен увидеть хотя бы Турцию, чтобы немного поднять себе футбольный интеллект, футбольную культуру и стать намного лучше. Физика, умение играть — это одно, а понимать футбол именно со стороны менталитета — это другое. Надо вот и там вот так вот в балансе держать. Вот ребята, которые сейчас занимаются вот в клубе Топ-Теп, это ребята, я так понимаю, в основном местные, горожане. Как вообще вот проходит не то чтобы тренировочный процесс, а как вот вы вообще ребят отбирали, или как вообще вот в системе, в работе самой, как это все происходит? Ну, сейчас у нас все еще идет отбор. Пока мы открылись, максимум нам сейчас 2 месяца. Мы до сих пор работаем, чтобы привлечь, хотим заявить о себе. Мы в процессе рекламы все еще. Вначале собрали очень хороших детей. После ОРЗО немного вот именно количество что-то стало поменьше. Сейчас обратно работаем над этим. Есть очень хорошие ребята, очень хорошие, мне кажется, вот Ферит знать. Есть еще немного слабые ребята, которые просто хотят научиться играть в футбол, кажется, даже с нуля. И как надо их обучать, как надо их мотивировать, я особо не знаю же. Ну, я как вижу, типа, о, классно. Я могу сказать, о, с себя можно сделать, типа, блогер, давай к нам. А именно как футболиста, мне кажется, скажет Ферит, да, ну как он, ну, пусть человек занимается тем, чем он знает лучше. Вот, насчет игроков, мне кажется, скажет Ферит. Какие у нас сейчас игроки? Ну, да, кроме игроков, и как вообще вот, с профессиональной, с тренерской точки зрения, вот, допустим, мы по сравнению, допустим, кто с этим занимается профессионально, понятно, у нас такое общее понятие, там играет там мальчик, обводит, там нам может показаться, там, что он там, да, реально там футболист или еще что-то. Ну вот ты как вот тренер, как, на какие вообще ты данные смотришь, или какие там моменты есть, может, технические, где он там прям реально оснащен, ну, как вот тренер оценку даешь, или прям просто видишь и говоришь, все, вот из него прям вот, ну, Марадона, короче, как минимум Месси. Давайте так начнем. В 2018 году весь Кыргызстан проводили физический тест. Вообще школьники и школьницы. В Кыргызстане очень хороший результат. У детей очень хорошие физические результаты. И кыргызские дети, можно им спортом заниматься, чем лучше в Турции. А тут здесь что не хватает? Тут здесь только система не хватает. Если вот у нас тоже, когда на тренировке детям покажу какое-нибудь упражнение, система,
они чуть не понимают. Когда я спрашиваю им, «Вы раньше такого система, такого тренировки не сделали, они говорят нет. Ну, и здесь тоже очень хорошие тренеры есть в Кыргызстане. Очень хорошая база есть, но не хватает. Еще надо больше. Это для детей, еще надо больше. В будущее Кыргызстан, будущее спорта Кыргызстана. Надо больше база устроить, с детьми побольше работать и получать опыт в другой стране. Ну, здесь много хороших тренеров есть, но нет возможности. То есть, это самый большой минус, это поле. Там тут все почти мини-поле, большое поле очень мало. Из-за этого дети уже привыкают играть на мини-футбол. Когда они выходят на большом поле, они теряются и свои места, и свои мнения, и свои идеи. Ну, наши ребята, у нас еще футбольная школа, везде так. Мы не сможем никого, а ты не сможешь играть, ты не приходи, не сможем так говорить. Никто не сможет. Только есть, как говорить, джеки клуб, Академия, частный клуб. Частный клуб, не школа, клуб. Может, они там дети отдельно отбирают. Мы так не сможем. Но мы постараемся с ним тоже работать. Если вот там у нас есть два разные дети, которые, какие дети сможем сразу добавить на состав, какие сможем работать и готовить на состав. Мы так два делимся на тренировки. У нас очень хорошие дети есть, которые талантливые, которые, как сказать, есть талантливые игроки, которые на игра идея у них плохо. Есть дети, на игра идея хорошая, но чуть талант не хватает. Это у нас, это минус для нас. С ним очень сложно работать, но постараемся работать. У нас все по плану идет. У нас все хорошо по плану идет. А что важнее, допустим, там молодому маленькому игроку? Больше физическое его состояние, одаренность или мозговое понимание? Что важнее, на твой взгляд? Физически до 14 лет детьми физика не надо работать. Побольше скорость и координация. После 14 лет может теперь физика работать. До 14 лет ребятам надо мозг, как, что думает, он думает следующий, как сказать, Шаг. Следующий шаг. Следующий пас, следующая атака, как будем... сейчас маленькие дети, нам нужно искать скорость. Это, конечно, талант ищем, конечно, талант ищем. Еще у каждого тренера есть система. Например, вы оба хорошо играете, но мне нужно скоростной игрок. Он скоростной, чем тебе. Ну, ты очень хорошо пас раздаешь, но мне нужно это, я его выбираю. Кому нужна моя система, я ее выбираю. То есть каждый, ну, да. Как и все тренеры, как которые да. под свою... Все тренеры имеют свои системы, свои мнения, свои команды. Под свой стиль работы. Да. Ясно. Впереди у нас хронология событий, а позже мы с Азаматом попытаемся мы сравнить и провести это параллели между турецким и кыргызским футболом и узнаем мнение Азамата, какие вообще проблемы он на данный момент видит в нашем кыргызском футболе. Ну, а благодарим коллег за хронологию событий. Азамат, сейчас на данный момент ты объездил, я думаю, все практически базы. В высшей лиге у нас выступает 10 клубов. Наверное, во многих побывал, да? Почти. Почти во многих. Кроме Нур-Баткена, вот в Баткенской области, потому что они совсем недавно, около 6-7 клубов я видел и на юге, и на севере. Ну, как ты, на твой взгляд, можешь отметить, какие проблемы вообще есть в нашем футболе и почему у нас есть проблема сейчас с юношеским футболом? Потому что, как мне кажется, почему я говорю проблемой, мне кажется, у нас не совсем плавный переход с юношеского футбола на взрослый. Вот. Может, это просто мне так со стороны кажется, может, на самом деле нет таких вот проблем.
Как ты думаешь? Ну, во-первых, я хотел поделиться новостью, что мы недавно съездили в южную нашу столицу Ош. Нас там прям вот так вот встретили, что Каганат, что Алай. Да, но, к сожалению, мы успели снять только с Каганатом. Надеюсь, ролик уже выйдет сегодня или завтра. Он уже готов, надо просто залить. С Алаем, к сожалению, мы не успели. И в каком клубе мы не снимали, я всем игрокам, всем тренерам задаю один и тот же вопрос, который вы мне задаете сейчас. Почему у нас такая проблема, почему не растем, почему мы здесь, Европа или где-то там, чуть выше нас. У всех есть разные ответы. Кто-то говорит, что проблема в деньгах. Кто-то говорит, что условия нету, но все равно идет обратно к финансам. Кто-то говорит трение, кто-то еще какие-то проблемы. Вообще, мое мнение, я сейчас скажу чисто мое мнение, чтобы потом не было типа, ой, ты что, ты вообще не футбольный аналитик, ты вообще кто, блогер говорит. Что такого не было. Мне кажется, проблема иногда даже строится немного даже у нас вот здесь. В менталитете футбольном, потому что у нас пока нету, у нас еще... Комплекс, да, такой? Да, не совсем у нас, мне кажется, мы чувствуем эту игру, эту культуру футбольную, потому что в Турции там футбол-то отдых, там вообще это шоу, концерт, там родители, вот когда мы в Фири там ездили, родители приезжают, прям тусуются, кайфуют и болеют за своих детей. Прям все родители, там все болельщики, родители, классно поддерживают своих сыновей. А у нас где такие турниры? У нас есть один год, мне кажется, был недавно на Иссыкуле, я туда тоже ездил, но там тоже не совсем такой уровень. Мне кажется, нам надо повышать культуру, мне кажется, нам надо всю футбольную тематику у нас тут прям развивать и прям добивать. И, что в Инстаграме же сейчас интернет, что популярно, что сейчас в футболе в тренде, мы должны делать прям параллельно и здесь. Но, к сожалению, у нас даже сейчас снять с некоторым футбольным клубом очень трудно. Очень трудно. Трудно договориться, что-то снять, трудно просто поле разрешения взять на съемки, трудно что-то сделать. У нас в футболе что-то трудно что-то делать именно на эту тему. Что у меня это трудно, да? Не, ну как ездят. Хотя вот когда играет сборная, ну это реально превращается в какой-то праздник, да? У нас за последние годы прям вот все идут с семьями, дедушки, бабушки, прям вот телевидение снимает, все. Со сборной почему-то так происходит. Ну, мне кажется, это вот недавно, 3-4 года только. Хотя бы это радует, что хотя бы на сборную игру приходит прям с праздником. Вот прям там у нас уже есть свой стиль, как надо болеть. Это вот классно. Мне кажется, мы же смотрим мировой футбол, от этого учимся. А надо, мне кажется, еще те ребята, люди, которые уже съездили за границу, увидели там какой футбол, они уже знают, как надо болеть, каково-то вообще. А те, которые здесь, мне кажется, им чуть-чуть надо еще понять прям истину футбола и как надо болеть. Вот я в 2006 первый раз был в Турции, знаешь, вот какую разницу я заметил. Для нас футбол это спорт, это игра. В Турции это религия, это что-то такое особенное. Это, наверное, каждому человеку надо просто увидеть на это со стороны. Я имею в виду не сам, как играют в футбол в Турции. Там понятно, там с этим все круто. А вот именно как болеют, как за это переживают, это просто превращается в отдельную какую-то тему. Опять-таки, вот помню матч Атлетико Мадрид-Барселона, я как раз тогда был в Барселоне. Весь город этот каталонский, он превращается в один цвет. Они, начиная от официантов, заканчивая вот бабушек. Если бы мне кто-нибудь сказал бы, я, наверное, подумал бы, что человек просто преувеличивает, приукрашивает. Я сам это все увидел своими собственными глазами. Но там футбол это не спорт. Там это реально какая-то религия. Это люди этому поклоняются. Это что-то такое, знаешь, вот особенное. Что-то такое реально особенное для них. Для нас пока что это спорт. Пока мы относимся к этому как к игре. Вот. Как только для нас это будет что-то большее, чем спорт, мне кажется, возможно, какие-то вот моменты положительные в этом отношении будут.
Вот. Ферит, непосредственно твоя разница и ощущение, когда ты приехал сюда, и что что такое негативное ты почувствовал в футбольном плане здесь вот у нас, когда ты увидел и сказал, ну так вот нельзя просто. Вот. Когда я решил сюда приехать, я думал, что я здесь буду продолжать свою карьеру. Сказали, что здесь я раньше не знал, раньше даже не смотрел кыргызский футбол. Когда я сюда приехал, мне сказали, что в высшей лиге есть 8 команд. Я просто так сказал, что только 8 команд. Когда я это слышал, просто мне было обидно. Я потом начал думать, куда я приехал, я могу свою карьеру продолжать. Потом с какой-то футболистом познакомился здесь. Он пригласил меня в команду, давай на просмотр. Когда я был на просмотре, там тренер просто чуть бегали 4-5 минут. Потом они отдал мяч, давайте играть в футбол и все. Потом я второй раз не ходил на тренировку. Ты сам не пошел? Да, я сам не пошел. Но он пригласил меня, давайте... А мы можем узнать? Я не хочу сказать. Ладно, не обижайтесь, мы потом узнаем. Я в Инстаграм напишу. У меня вдруг появился в Манас университет. Он тоже играет в какой-то клуб, высшая лига играет. Он тоже пригласил меня, я туда ходил. Там тоже нет разницы вообще. То есть это тебя разочаровало, что так происходит просмотр? Твое разочарование. Как примерно происходит просмотр в Турции? Так вот. Вот у нас просмотр идет месяц. Не один день, не один тренировка, неделю, у нас идет месяц. Тренер сначала идет, как сказать, медпросмотр, да? Медицинский просмотр идет сначала. Потом какой-то болезнь есть, что нету, потом они заходят на тренировки, добавляют команду. Потом смотрим адаптация с командой. Как адаптация с командой, какая адаптация, сможет или не сможет, понимает друг друга или не понимает. Это, конечно, это надо время, надо. Эта адаптация минимально 2 недели займет. Потом после адаптации тренер смотрит, система тренерам подходит или не подходит игрок. Это минимально месяц подходит, займет месяц. Вот я здесь тоже, я сам с собой 3, 5, 6, 7 игрок взял с собой в Турцию дети на просмотр. Даже они маленькие дети, 14 лет, они месяц на просмотр остались в Турции. Сейчас у меня 2 игрока есть в Турции, играет какой-то клуб, не надо сказать. Вот так у нас есть возможность такого, у меня есть связь в Турции, у меня есть связь в Казахстане, у меня есть связь в Азербайджане, могу там с ним связаться. Но у нас нет здесь возможности вообще. Полноценно пока вот тренироваться и... Потом я решил, что не буду играть в футбол здесь. Так университет меня пригласил сюда, давай играть, будешь за нашу сборную команду. Я потом говорили, что через 2 месяца будет универсиада. Потом остался месяц, сказали мне, что будет футзал. Я вообще был в шоке. Я думал, на большом поле будем играть. У нас в Турции так, каждый университет будет большой футбол. Между все команды в Турции, университет в Турции, только не Стамбул. У нас такой же шанс был, еще просмотр, такой скаутинг, континг. Здесь говорили футзал. Я думал, футзал будет, в зале будет. Даже не зал, на улице, на маленьком поле 4×4, я не хотел играть. Меня очень было обидно, честно говоря. Куда я приехал на Ну, потом я решил, не буду играть. Я не хотел играть. Потом здесь в Манас был международный турнир между университетом. В Турцию приехали, в Азербайджан приехали, в Баку, в Казахстан. Сюда приехали команды. Я там
травму получил, М. колену. И, после травмы я почти 2 года не смог играть. Серьезная травма была? Да. Еще я здесь неправильное лечение получил. М. А потом я в Туз ехал, там операцию сделали. И до этого потом я бросил футбол. М. Вот сейчас тренером работаю. У нас очень хорошая работа для меня. Мне очень, когда я на поле, я очень счастлив. Мгм. Смотри, вот детям, ты их тренируешь, детей, они тренируются, но все-таки им нужны и практические занятия, я имею в виду, им надо играть непосредственно в футбол против двух других команд. Вот, наверное, вам двоим сразу такой вопрос. С кем вообще играет команда Топ-Тип? Потому что все-таки должна быть вот эта живая конкуренция, чтобы у ребят была практика, чтобы они там... Да, это по-любому. Нужна жажда, матчи, выигрывать, это чувство прочувствовать. А вначале, когда мы советовались с Феритом, он сказал, сперва надо собрать команду. Сперва они должны познакомиться, и чтобы принять друг друга. А потом только уже будем играть матчи с другими командами. Сейчас мы сперва искали команды на товарские матчи. Мы сыграли Акбар, мы сыграли Геррера и еще пару команд. А потом, когда мы уже привыкли... В какой лиге, чтобы мы понимали? Это товарские матчи. Это товарские просто матчи мы или с лига? тренерами созванивались, бро, салам, давай сыграем товарняк. Типа, они такие, окей, давай. Сыграли, там уже понимали, где у нас слабые места, где сильные места, дорабатывали с Феритом. А сейчас мы уже играем вот по футзалу, это уже нормальная лига, где у нас будет уже каждую неделю матчи. Как там лига называется? Я вот видел как раз нарезки. Ну вот, я Мама. честно, сейчас у меня немного семейный период, я что-то отдалился от нашей футбольной школы. Ну, бывает. Поэтому сейчас чуть не в курсе. Не хватает 40 минут для того, чтобы поговорить о футболе. По-моему, если даже мы сидели бы втроем в студии 2 часа, все равно нам бы не хватило бы этих 2 часов. Наша передача подходит к своему логическому завершению. Тренер футбольного клуба Топ-Тип Фарид Озель и также, наверное, больше по административной части, да, в этом клубе? Мне кажется, по рекламной части, А, по продвижению. как это называется? HR-менеджер, да? HR футбольного клуба Топ-Тип. Можно просто тащер. Тащит. Можно так. Азамат у нас сегодня был в гостях. Ребят, рад был вас видеть. Все то, что вы делаете, я думаю, будет легче вашим последователям, потому что вы сейчас проложили трудный путь, но вашим последователям, я уверен, будет легче, потому что именно от вас идет в целом развитие не только вашего клуба, ваших ребят, а в целом футбола. А это развитие нам необходимо, так что я лично как болельщик, наверное, благодарен каждому из вас, и Фериду, и Азамат тебе, так что успехов вам. Будем надеяться, что почаще будем видеться в нашей студии и будете рассказывать о своих успехах. Ну и там буквально каждому, если есть возможность, можно передать привет. Можно пару слов? Давай. Пожалуйста, не стройте просто парк. Стройте спортивную базу, какой вид спорта, неважно. Уже хватит парк строить. Пожалуйста, стройте какой вид спорта не будет спортивный зал для детей, для родителей, для У страны. нас больше любят отдыхать в парках. Чем заниматься спортом. Это крик души. Вот, все, с чем сказано. Это говорит гражданин Турции. гость из Турции. Вот, ну, мое мои слова я как бы хотел по всем кыргызстанцам нашим почаще заниматься футболом, почаще вообще бегать, заниматься спортом, играть в футбол и поддерживать наших футболистов, наших сборных. Как раз таки на днях скоро будут наши матчи, приходить на матчи, поддерживать и в любом случае, хоть и поражение, хоть и выигрыш, быть вместе с командой, вместе с нами. Спасибо. До новых встреч, дорогие друзья. Любите футбол и берегите себя.